Подсчет голосов все еще продолжается, но о лидерах уже известно. «Единая Россия» побеждает с результатом 85 и 18% в Ингушетии на выборах в Государственную Думу. По Ингушскому одномандатному избирательному округу 13 лидирует Муслим Татриев. За него проголосовали 141 040 человек. Это почти 72%. Партия КПРФ набрала 3,65%. «Справедливая Россия» за правду 5,13%, «Яблоко» 0,84%, ЛДПР 1,77%. Но пока это только предварительные данные. Подтвержденных нарушений не установлено. Обращения были, с выездом на место проводилась проверка. На сегодняшний день подтвержденных пока никаких нарушений нет у нас в республике. Далее будем работать, смотреть. На данный момент мы ждем протокола, сводные таблицы, избирательную документацию от территориальных комиссий. От участковых они их уже получили. По итогам будет проведено заседание и принято решение, будет подписан протокол об итогах голосования и направлен в Центральную избирательную комиссию. И будет официальное опубликование. В Ингушетии для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах в Госдуму участвовали 5 кандидатов. Все они были выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания республики участвовали 4 региональных отделения партии. По региональным выборам у нас на данный момент предварительных пока данных нет, но по имеющейся информации традиционно 4 партии, которые были в принципе зарегистрированы. Информация по выборам в Народное собрание будет известна совсем скоро. Свою гражданскую позицию по предварительным данным в Ингушетии выразили 197 264 избирателя. Это 84,06%. В избиркоме заявили, высокая явка объясняется в том числе и комфортными условиями, созданными для жителей. С 17 по 19 число этого месяца у нас в республике прошли выборы в парламент Республики Ингушетия и в Госдуму. Прошли в удовлетворительном уровне все избирательные участки, на которых мне пришлось побывать, открылись вовремя, был порядок, соблюдалась безопасность избирателей из самих участков. Точно так же нигде, ни разу, во всяком случае, насколько я знаю, никаких нарушений зафиксировано не было. Более того, никто не выражал недовольства. Во всяком случае, я такого не видел. Так что прошли на довольно достаточно высоком цивилизованном уровне выборы. По опросам, предварительным таким разговорам с избирателями, у нас парламент будет обновлен. Может быть, некоторые части и представители Ингушетии в Госдуме тоже будут новые лица. В любом случае, хотелось бы пожелать вновь избранным достойной их высокого звания работы, чтобы они сумели соблюдать интересы государства и интересы народа. Видно было, что проведена была довольно серьезная подготовительная работа. Были, на участках были наблюдатели. Вот эти все антиковидные мероприятия, все было организовано без каких-то эксцессов. На любые вопросы тут же был ответ. Но надо учесть, что это не в один день, а в течение 3 дней. И если, допустим, посмотреть, довольно-таки нормально, активно люди шли, гражданский долг выполнили. В целом, я считаю, что эти выборы в плане дисциплины, организации и посещаемости прошли на очень хорошем уровне. Поэтому я не думаю, что там даже можно было бы даже Ингушетию поставить в пример. Потому что такая, ко всему тому, что было организовано, там была очень хорошая дружеская такая атмосфера и вот такая полупраздничная. Люди приходили, шутили, все в спокойном состоянии, без напряжения. Я думаю, что все очень хорошо прошло. То, что придумали провести выборы в 3 дня, я считаю правильным решением. Если бы не так,
явка, вероятно, была бы меньше из-за опасения коронавирусной инфекции. Поэтому люди имели возможность в 3 дня без скоплений спокойно провести, сделать свой выбор. Выбор сделан. Сами выборы в этот раз запомнятся новшествами в избирательном процессе. Впервые они длились 3 дня вместо одного, как во время прошлогоднего голосования по Конституции. Впервые россияне массово голосовали через интернет. А если сравнить с предыдущими выборами в Думу, то, как напомнила глава ЦИК Элла Памфилова, отличий будет еще больше, хотя прошло всего 5 лет. Тогда не было мобильного избирателя. Тогда люди по подкрепительным бумажкам, удостоверениям, они были привязаны к одному участку. Тогда много чего не было. У нас даже та система видеотрансляции, и то была всего на 26 тысяч участках. А сейчас это практически все поголовные участки. Совсем скоро станут известны точные результаты выборов. Напомню, все 3 дня голосования в Ингушетии работали 137 избирательных участков. Зелимхан Кылоев, Магомед Дидигов, Новости 24.